Так, понятно. Добрый день, уважаемые коллеги, педагоги Республики Коми, профессиональное сообщество. Мы продолжаем онлайн-марафон важных профессиональных вебинаров, которые сегодня, конечно же, посвящены задачам, поставленным на Республиканском августовском совещании. Уважаемые коллеги, одна из важнейших тем нашей совместной деятельности – это работа по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. Сегодня на Республиканском совещании отдельное выступление было посвящено актуальным вопросам подготовки кадров для экономики Республики Коми. Поднимался вопрос создания республиканского проекта профессионального самоопределения наших обучающихся для того, чтобы нам действительно осознать, какова роль сегодня каждого педагога в развитии, социально-экономическом развитии нашей республики. Ведь нам очень важно, чтобы наши обучающиеся, наши дети, выбирая профессию, они были необходимы и нашей республике. И сегодня время исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Викторович Уйба еще раз внимание на это обратил. Коллеги, нам надо работать с нашими обучающимися, чтобы у них действительно было полное представление об особенностях развития нашей республики. И, конечно, очень важно, чтобы у каждого ребенка была возможность понять, осознать вместе с родителями его профессиональные ориентиры. Уважаемые коллеги, нам очень важно, что сегодня вместе с нами в нашей онлайн-студии Егорова Юлия Станиславовна. Юлия Станиславовна является почетным работником общего образования Российской Федерации. И сегодня она возглавляет научно-методический центр «Аксиома», который действительно на протяжении уже последних лет является оператором многих федеральных проектов, которые рекомендованы для трансляции на уровне субъекта Российской Федерации Министерством просвещения. Юлия Станиславовна является уже давним партнером и нашего профессионального сообщества. Действительно, очень много проектов, о которых можно говорить в течение, наверное, и других вебинаров. И мы очень рады, что в прошлом году Юлия Станиславовна поддерживала нашу республику именно в проекте по эффективному механизму управления системой образования. Конечно, понимаем статус Юлии Станиславовны во всех проектах, которые связаны с повышением качества образования. И очень важно, что сегодня данная актуальная тема развития системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, она, конечно, очень созвучна теме августовского совещания. Это повышение качества образования. Юлия Станиславовна, мы очень рады, что вы вместе с нами, что нашли возможность очно присутствовать на профессиональной встрече с нашими педагогами. Действительно, это профессиональная встреча. Мы понимаем, что педагоги сегодня готовы включиться в те задачи, которые перед ними поставлены. Ну и, конечно, надо определить ориентиры, показать те траектории, в рамках которых можно развиваться. И самое важное, сегодня можно вести диалог. Уважаемые коллеги, вы в разделе «Вопросы» в чате можете вопросы задавать. Коллеги, будьте активны, потому что эти 1,5 часа – это действительно тот профессиональный задел, который позволит нам включиться в разрабатываемый сегодня на уровне республики проект по профессиональному самоопределению обучающихся. Юлия Станиславовна, вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень признательна за приглашение Республики Коми принять участие в таком интересном мероприятии. И с удовольствием подготовилась к достаточно обширной лекции, потому что тема профессионального самоопределения для ученика, а со стороны педагогических коллективов это работа по профессиональной ориентации, является на сегодняшний день принципиально важной и значимой.
И я сегодня постараюсь об этом достаточно подробно рассказать, ну и, конечно, предложить какие-то уже инструменты, какие-то механизмы для того, чтобы каждый из вас мог просто сначала попробовать, подойдет ему, не подойдет. В презентации достаточно большое будет количество ссылок на информационные ресурсы, нормативные правовые акты, чтобы мы понимали, в каком окружении нормативно-правовом мы находимся. Презентация будет доступна для скачивания, ею можно будет пользоваться. Наша основная цель сегодняшняя – постараться ответить на вопрос, как в том режиме, в котором оказалась система образования сегодня, можно и нужно не забывать о вопросах профессионального самоопределения наших учащихся. Давайте начнем. Я буду рада вопросам и буду в процессе своего выступления тоже задавать вам некоторые вопросы. Отвечайте, пожалуйста, на них прямо в чате. Ну, эти вопросы скорее перевод немножко в шутку, чтобы вы переключались с серьезного настроя иногда на шутливый лад. Давайте начнем. Тема моего выступления – развитие системы сопровождения профессионального самоопределения. Но, наверное, я бы первый слайд сделала бы в нынешних условиях вот таким. Развитие самоопределения до и после. До и после чего? Тех месяцев испытаний, которые мы все в системе образования пережили. Давайте посмотрим, с чем мы входили в период карантина и как все начиналось. Начиналось с точки зрения работы профориентаторов и профессионального самоопределения детей очень даже позитивно. Мы видим на слайде некий фрагмент, цитату с мероприятия международной конференции, которая состоялась 11 февраля этого года, и была она посвящена профориентации и различным мерам по развитию профессионального самоопределения. Это очень важная была конференция, в ней принимали участие высокие гости. Я думаю, что ссылку на материалы вы можете найти в интернете и на сайте министерства. Интересно было послушать и Андреаса Шляйхера, его мнение о профессиональном самоопределении, и высоких гостей. И интересная была презентация министра, фрагменты из которой вот я привела на следующем слайде. Посмотрите, пожалуйста, какие поставлены на федеральном уровне были задачи по профессиональному образованию. Профессиональное образование должно в обязательном порядке учитывать экономические реалии регионов. И привлекать для этого необходимо механизмы регионального и муниципального управления. Это задача стратегическая. А что на практике? А на практике было объявлено во всеуслышание, что в рамках направления профориентации мониторинг управления системой образования показал, что в 78 регионах проводятся отрывочные мероприятия, отдельно стоящие мероприятия по профориентации. Как таковой системы, как таковой концепции развития профессиональной ориентации в регионах чаще всего нет. И, собственно, вот озадаченные тем, что это должно быть, все побежали радостно работать и стали задавать вопросы на региональном уровне, анализируя то, что есть на самом деле. Вот посмотрите, пожалуйста, на этом слайде. Слева засыпанная вопросами левая часть, справа, соответственно, то, что отмечено вопросами и плюсиками, значит, как правило, это есть. Региональная концепция профориентации чаще всего отсутствует, и в связи с этим отсутствует четкая дорожная карта, и нету в большей части регионов специализированной организации, которая занимается вопросами профориентации. Что это за организация вообще может быть?
Там, где такие организации созданы, это государственные бюджетные учреждения, которые имеют государственное задание, причем на определенный набор профориентационных мероприятий. В обязательном порядке в штате работают психологи, специалисты по качеству образования, специалисты, которые взаимодействуют с организациями СПО и имеют полную информацию об учреждениях высшего образования в регионе и об их потребностях. Теперь, что более-менее прилично у нас реализуется благодаря национальным проектам, о которых мы будем говорить далее. В рамках национальных проектов у нас проводится работа и по траектории, и по билету в будущему, организуются различные мероприятия. При этом надо понимать, что никуда не ушли традиционные активности, которые приняты были на региональном и муниципальном уровне. Это и различные экскурсии, приглашение интересных людей в классы и на школьные собрания. Это проектная деятельность, это различные совместные проекты между учителями, которые работают в нескольких предметных областях. Это и предметные недели. Сюда же могут быть отнесены и олимпиады, и мероприятия, связанные с волонтерским движением и так далее. То есть это традиционно есть, но если это есть в такой россыпи, чаще всего это попадает под характеристику отдельно стоящие мероприятия. Сетевое взаимодействие. Несмотря на то, что есть определенные проблемы и с интернетом, и с цифровой грамотностью педагогических коллективов, отдельных учителей, мы можем на сегодня говорить, что особенно после того, как с 1 июля 2020 года вступили правки в закон об образовании, связанные с легитимизацией сетевого взаимодействия и с упрощением его организации в образовательных организациях, то получается, что сетевое взаимодействие – это уже все-таки наша реальность. И она в каждом регионе есть в большем или меньшем объеме. Это тоже чаще всего играет в пользу профориентации и профессионального самоопределения. Не все используют этот инструмент, но он есть. Профилизация. Много о ней говорилось уже давно. Может быть, она развивается не так быстро, как бы хотелось, но, тем не менее, профилизация и создание медицинских классов, гуманитарных, филологических, инженерных, кадетские классы – все это тоже играет на руку профессиональному самоопределению. Давайте теперь перейдем на уровень образовательной организации. Посмотрим, как выглядит работа по профориентации там. В разных частях слайда у меня написано профориентатор равно педагог и педагог-профориентатор. В чем разница? Чаще всего ставок, которые обеспечивают или посвящены работе профориентаторов, нет в школах. Редкая школа в Российской Федерации имеет отдельно выделенную ставку специалиста, который занимается профориентацией в образовательной организации. Чаще всего педагог, каждый педагог на своем рабочем месте – это профориентатор. Какие знания, умения и навыки у этого педагога должны быть? Но ничего нового я вам здесь не скажу. Это обязательно и познание из мира профессий, которые связаны с его предметом. Это знание о себе в плане знания о человеке, как том субъекте, который работает в конкретной профессии, связанной с его предметом. И объединенный комплекс знания о себе в профессии. То есть это то, чем хорошо бы обладать каждому педагогу, предметнику. Я хочу искренне быть уверенной в том, что каждый педагог-предметник обладает таким набором знаний, умений и навыков. Потому что, преподавая любой курс предмета, я сама отработала в школе более 15 лет и преподавала информатику, и математику. Проводили мы массу уроков с другими учителями
в рамках проектной деятельности рассказывать обо всех профессиях. Вот сейчас, например, задай мне вопрос, какие профессии в IT можно представлять школьникам на уроках. Практически как только берешь очередную тему по информатике, так сразу же можно рассказывать в ходе урока о целом наборе профессий, которые связаны с тем или иным разделом информационных технологий. Значит, для педагога, который просто волею судеб на своем рабочем месте выполняет еще функции профориентатора, он использует и интеграцию урочной деятельности с другими предметниками, интегрирует и урочную, и внеурочную деятельность, работая в кружках, факультативах, общаясь и взаимодействуя с теми, кто ведет занятия во второй половине дня, и, конечно, занимается проектной деятельностью. Теперь мы возьмем такой случай обособленный, когда отдельная есть ставка педагога-профориентатора. Или еще решают таким образом иногда, когда психолог выполняет функции не столько профориентатора, сколько помогает детям в своем образовательном учреждении профессионально определяться. В этом случае уже у данного специалиста должен быть некий особый набор знаний, умений и навыков. Он должен четко разбираться в нормативных правовых актах, которые касаются сферы профориентации и профессионального самоопределения. Он должен представлять, какие ресурсы по профориентации имеются сегодня и на федеральном уровне, на уровне региона и, конечно, на уровне образовательной организации. Какие родители интересные есть в школе, какие можно организовать мероприятия. То есть суть его работы в том, чтобы программа профориентации в этой образовательной организации была сделана, подготовлена, продумана, она реализовывалась, и участники этой программы не отписывались. Мы провели мероприятие, ура, там 30 человек сходило на такую-то ферму, а чтобы это была системная работа, которая приносила свои результаты, и обязательно была рефлексия по ее итогам. То есть левая часть слайда говорит о том, что у нас есть на самом деле, но при этом мы понимаем, что мы можем улучшить, немножко добавив себе в голову знаний и рассказов о тех профессиях, которые связаны с нашим предметом. Ну и если совсем хорошо, у нас есть выделенный человек под эту функцию, то тогда совсем здорово мы можем работать по программе профориентации. Теперь посмотрим на все на это глазами школьника. В центре композиции, которую предложил Виктор Николаевич Пронькин, директор Института информационных технологий РГПУ имени Герцена, он много занимается профессиональным самоопределением уже традиционно, и всегда его доклады очень интересно слушать. Я думаю, что вы найдете его и труды в интернете в открытом доступе, познакомитесь, я думаю, что будет интересно. Вот его, спасибо, его схема выглядит таким образом. В центре композиции наш школьник, сверху родители. Не секрет, что родительское влияние самое сильное. И множество опросов показывает, что от половины до 75% школьников делают свой выбор в области профессионального развития именно под влиянием родителей. Кроме этого, мы не можем никуда скинуть со счетов различных активистов, волонтеров, педагогов и наставников. Причем, заметьте, пожалуйста, педагоги и наставники стоят немного отдельно от школы и других образовательных организаций. Здесь имеется в виду, что наставник – это не обязательно учитель в школе. Это может быть друг семьи, друг по работе, отца, матери, бабушки, дедушки. Это может быть репетитор, нравится нам это или нет, но зачастую репетиторы тоже оказывают достаточно серьезное влияние на наших детей. Школа однозначно важный очень элемент в развитии профессиональном наших детей.
Госорганы, вот добавила свои 5 копеек и поставила 3 восклицательных знака. Как только мы говорим о профориентации и профессиональном самоопределении, мы сразу же с вами понимаем, мы не ограничимся одним Министерством просвещения, тем более сейчас уже не Министерство образования и науки, а у нас есть и Министерство такое, и Министерство просвещения, и Рособорнадзор, и, конечно же, Минтруд, Минздрав. Это как минимум те структуры, которые принимают самое активное участие в профориентации и в профессиональном самоопределении, потому что именно эти структуры во многом ведают рынком труда и работают со взрослым населением. Я имею в виду, например, Министерство труда и соответствующие профильные комитеты и министерства в регионах. То есть 3 восклицательных знака нам говорят о том, что не все так просто. И недостаточно сделать небольшой актик в рамках одной отрасли, и у нас все полетит с вами, и будет прекрасно, и мы будем знать, откуда брать деньги и как формировать план по профориентации. Ведь давайте пойдем дальше по схеме. Индустриальные партнеры. Мы хотим детей, как раньше, когда-то, на шоколадную фабрику, например, привезти, или как в рекламе любят «Чистая линия», например, показывать, а давайте теперь приведем детей на производство и всем дадим там по 3 килограмма мороженого. Не очень получится, потому что мы знаем, может быть, в советские времена и нас водили, и мы ходили в депо, и на заводы, и на фабрики, ездили на овощебазы, убирали картошку на полях. Сейчас, если мы представим, что мы подключим к профессиональному самоопределению работу, например, на фермерском где-то участке, сразу же у родителей возникнет масса вопросов. Время улетело вперед, и другие требования к безопасности детей, к их питанию, проживанию и так далее. Не мне вам это говорить, вы прекрасно понимаете, что все, что связано с какими-то выездами, это уже теперь имеет достаточно серьезную такую обертку из документов ответственности и значимости. Не на любое предприятие пустят, даже если мы решим все вопросы с выездом. Есть масса закрытых систем, да и далеко не весь бизнес готов открыть свои двери. Зачем им пускать школьников в офис и показывать, например, как создаются базы данных? Поэтому такое вот понятие о очень большой группе профессий и направлений на практике очень тяжело составить, потому что воочию это все увидеть и тем более попробовать в рамках какого-то укороченного трудового дня очень непросто. Я знаю, что многие центры занятости, мы с ними активно работаем по стране, организуют такие трудовые вахты подросткам. И на лето, и на каникулы определяют какое-то количество подростков желающих на определенные производства, предварительно договариваясь об условиях их труда. Это хорошая, полезная история, и в республике тоже она реализуется, помогает, но, конечно, перечень таких индустриальных партнеров очень и очень ограничен. Здесь, наверное, в другом немножко я вижу плюс вот таких коротких рабочих дней и по продолжительности, и по в целом количеству самих дней. Ребенок, попадая в другие условия, он понимает, что он не пуп земли, он не любимец тут всех, как в семье, а он становится членом коллектива, он смотрит скорее на социальное окружение, и это важный элемент его социализации и один из кирпичиков профессионального самоопределения. Он примеряет такие вещи. А могу ли я вставать вовремя и ходить куда-то, одеваться так-то? А могу ли я слушать указания начальника? То есть буду я хорошим исполнителем или нет? Я останусь творцом и буду себе искать профессию где-то в этом направлении.
Вот видите, сколько из такого небольшого кружочка индустриальные партнеры сразу рождается идеи размышлений, потому что пытаемся мы с вами посмотреть на все вопросы достаточно развернуто широко и не сказать однозначно, это плохо или хорошо. Мир цветной такой же, как эта схема. Бизнес, я уже о бизнесе сказала, что далеко не каждый готов раскрыть свои карты и пригласить учеников к себе, показать, рассказать. Хотя сейчас очень популярно, и многие состоявшиеся бизнесмены готовы делиться своими успехами и рассказывать, как они начинали свою деятельность. Что, опять же, для профессионального самоопределения полезно, потому что дети понимают, заниматься бизнесом можно, кому-то это нужно, но придется очень и очень попотеть. Как говорят многие состоявшиеся люди, надо 1000 раз упасть и 1001 раз подняться для того, чтобы продолжать свое дело. И важная еще заметка про бизнес, о чем тоже люди говорят на встречах, что все равно надо постоянно учиться, просто так даже ларек никто открыть не сможет. Теперь давайте посмотрим небольшой фрагмент видео про первых профориентаторов советского времени. Да. Может, надумал диссертацию кончать? О, это уже история. А зря, зря. Я давно тебе хотел подсказать. Сейчас для твоей темы самое время. Учащиеся также начинают свое обучение на рабочем месте с различным уровнем сформированных компетенций, что в свою очередь может влиять на баланс соотношения затрат и результатов. Именно поэтому хорошо организованные программы профессионального образования являются гибкими. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. И здесь нужно честно признать, что поскольку это все-таки действительно творческий процесс, то мы не можем все запихнуть в документацию. Поэтому мы прекрасно понимаем, что итоговый продукт может вообще довольно сильно отличаться от концепции. И это нормально. Ваня Ковалев. Помнишь, о нем писали? Выдающийся физик. Да. Еще раз с удовольствием посмотрела этот милый ролик, который посвящен тому, что быть профориентатором совсем непросто, и надо этому учиться и постоянно открывать в себе новые ресурсы, чтобы можно было адекватно работать с детьми. На этой вот доброй ноте, которая в феврале активно обсуждалась, в целом такой активный позитивный настрой по профориентации практически закончился. Закончился он, вы знаете, чем, и общее ощущение, и наше, и, я думаю, каждого учителя, родителя, вообще каждого жителя нашей планеты Земля
напоминала вот этот перевернутый дом, откуда я его взяла. Это, с одной стороны, просто картинка, да, а с другой стороны, узнавая различные технологии педагогические, вот я раньше не работала по технологии, например, перевернутый класс, а когда пришла карантинная пора, то мы с коллегами активно заинтересовались этой технологией перевернутый класс, и она пришлась очень даже кстати, потому что можно было давать слушателям задания на дом, а потом в режиме вебинаров с ними их обсуждать. То есть, собственно, вот о чем эта технология. Но общее ощущение вот этого перевернутого дома пришло с тем, как развивались события в последующие 3 месяца. И думалось, а вообще найдется ли место для профориентации, потому что вот в июле, когда подводились итоги на международной конференции, какие проблемы выявила пандемия в системе образования мировой, думалось вообще, что, наверное, и не до профориентации это будет еще долго. Надо как-то школам встать на ноги, надо как-то запустить процесс обучения. Однако, вот если мы теперь вернемся к логике, а зачем все это? Ведь, несмотря на кризис экономический, работать надо. И именно как раз в кризис нужны специалисты, которые адекватно делают свой выбор. И ведь, посмотрите, все равно мы выпустили наших 11-классников, все равно мы выпустили 9-классников. Кто-то ликовал, что это было без ОГЭ и побежал в техникум. Но, тем не менее, ведь дети все равно сделали свой профессиональный выбор. Значит, что бы ни происходило, мы понимаем с вами, что, несмотря ни на что, мы должны помогать детям ориентироваться в этом мире и искать свои пути профессионального самоопределения. Я думаю, вам будет интересно, если мало ли кто-то еще не познакомился подробно с докладами. Вот мне очень понравились доклады, как это ни странно, я с интересом послушала представителей министерств Португалии и Испании. Причем они говорили очень схожие вещи. Да, как всегда, Андреас Шляйхер рассказал про оценку качества образования и очень интересную вещь озвучил. Говорит, что, как показали и опросы, и размышления экспертов, все-таки тотальный перевод на дистант был не самой вот такой вот пробивной мерой, которая позволила в странах остановить пандемию. Послушайте материалы, послушайте выступления, даже если вы их включите в фоновом режиме, я думаю, вы много интересного для себя отметите. Я на следующем слайде коротенькие собрала просто итоги проблемные зоны образования. Почему я их в эту презентацию поставила? Да потому что на самом деле вот эти проблемные зоны образования – это ровно то, что можно сказать, почему и профориентационная работа развивается не очень хорошо у нас. Каждую проблемную зону сейчас мы с вами обсуждать не будем. Я думаю, что вы расскажете лучше про каждый пункт. И мне больнее всего, например, до сих пор осознавать, что есть цифровое неравенство в плане не только детей, но и наших учителей, образовательных организаций. Программа информатизации идет у нас с конца 90-х. Еще тогда были направлены первые целевые деньги в систему образования. И когда в какую-то школу придешь, не в других регионах, где-то смотришь, на хорошем принтере лежит кружевная салфеточка, стоит ваза с цветами, например, или электронная доска висит рядом с доской такой простой, даже не стеклянной, а на линолеуме. Вот это было самое такое неприятное видеть, но это жизнь, и цифровое неравенство на сегодняшний день до сих пор сохраняется. Оно, в общем-то, и оказывает свое влияние на не такое активное развитие профориентации. Таким образом, после пережитых нескольких месяцев пандемии нам приходится делать селфи в новой реальности и жить с тем багажом, который мы накопили.
Получается, что проблемы уже были озвучены и написаны, еще раз они на экране, но почему два глагола я выделила красным? Видеть и участвовать. И привела такие картиночки, телеканал и конкретный господин, который идет на нос парусника. Кто бы что ни говорил, все, что мы видим, это прекрасно. Теория – это замечательно. Но мы все равно хотим участвовать, мы все равно хотим что-то делать своими руками. Только пройдя через практику, мы можем делать те или иные выводы, подходит это нам или не подходит. Мы сколько раз с вами хотим похудеть в своей жизни? Мы сколько раз хотим начать заниматься спортом и говорим, ладно, я начну, но как только ты понимаешь, что надо тут отложить что-то с тарелки, а утром встать и куда-то бежать, то практика показывает, что не всегда это возможно. Таким образом, мы, делая селфи в новой реальности, осознаем, что использовать лучше всего компетентностный подход. Мы самостоятельно хотим найти решение своих проблем в плане применения методов и инструментов для профессионального самоопределения своих детей. При этом мы не хотим и не можем, и нет времени у нас сильно увеличивать объем информации, который к этому может привести. Поэтому минимальными какими-то шагами мы тут немножко улучшим, и, глядишь, мы с вами, имея вот такую перспективную цель, сможем продвинуться и помогать нашим детям в профессиональном самоопределении. Ну вот теперь немножко переключимся и поговорим о профессиях древности, немножко об истории и о нормативке. Вот вы читаете на слайде описание профессии. И картинку сюда тоже поместила, что были, ну и есть где-то в странах Азии специальные люди, которые носят своего господина. Профессиональные требования приведены на слайде. И плавность хода, и физическая сила. Вот как вы думаете, как эта профессия называлась раньше? Это несерьезный вопрос, вы, если в чат напишите, будет отлично. Если не напишите, просто оставьте это как такое описание, с которым можно потом поиграть, например, с детьми. Мы пойдем пока дальше и переключимся на 3 исторических слайда. Профориентация вчера, сегодня, завтра я их назвала. Не буду останавливаться очень подробно на каждой дате, которые выписаны здесь, но давайте заметим, что если в древнем мире были описания определенных занятий, доставка на дом – это хорошо, примерно, да. Доставка на дом господина. Такая профессия называлась носильщик привилегированного тела. Мне понравилось очень привилегированное тело, но да, если откроете интернет и почитаете, найдете там такие описания, массу веселых картинок. То есть в древние времена описания профессий были, чаще всего они передавались по наследству, потому что выбор профессиональный был достаточно узок. Когда стали развиваться производства, это вторая половина XIX века, то стало понятно, что люди могут перемещаться между профессиональными сообществами, и карта выбора у них расширилась. Появилась необходимость тем или иным образом ориентировать население. И первые труды стали появляться, открываться консультационные бюро. В России мне очень понравился справочник для женщин, которые хотели бы получить высшее образование, что там институт Смольного благородных девиц. Да, вот здесь я полностью, извините, сейчас даже прервусь, с Еленой Леоновой согласна. Как можно в СПО научить ремеслу? Это вот о чем мы с вами и говорим, что видеть можно и, например, да, показывать, как такую-то деталь вытачивать или ремонтировать автомобиль. Но
подняв капот и сняв все на камеру, мы никогда не научим нашего молодого человека менять ремень ГРМ, например. Я полностью здесь с вами согласна, и поэтому, может, где-то эмоционально реагирую на дистант. Еще хочу обратить ваше внимание на книжку Карла Карловича Вебера «Рассказы о фабриках и заводах», которая, несмотря на то, что была написана в 1973 году, она пережила 40 лет издания. То есть вот так попасть в точку и сделать такое точное описание не каждому дано. Далее приходит у нас Советский Союз. Тут ситуация развивается интересно. Все мы знаем и великие стройки, и Целину, и БАМ, но хочу обратить ваше внимание на то, что до войны профориентация активно развивалась. И в 30-х годах было создано по стране 47 бюро по профориентации. Согласитесь, когда только страна становится на ноги, заводит новую экономику, вообще новый уклад жизни, заниматься профориентацией стало необходимо, потому что нужно было людей направлять на стройки, значит, их нужно было как-то туда привлекать и как-то готовить. И мы с вами прекрасно знаем, очень активно использовалась агитация, причем в виде и плакатов, и журналов, и газет. Но куда пошла профориентация? Профориентация немножко склонилась в сторону педагогии, и я думаю, что кто занимался историей педагогики, историей развития школы, наверняка знаком с этой профессией, которая объединяла в себе и психолога, и физиолога, и социолога. То есть педагогия предполагала, что в каждой школе должен быть специалист, который анализирует и социальный состав учащихся, и их особенности физического развития, и психического развития. Однако, почему в 1936 году педагогию признали лженаукой, хотя считалось, что это очень активная помощь профориентации. То есть знаете, как вот, когда какая-то новая идея приходит, хочется сказать, вот он, универсальный ключик, мы сейчас всех замеряем, мы скажем, из какой ты семьи, какое у тебя может быть образование, а как у тебя устроена голова, какие у тебя физические данные, значит, ты такой. Ну, если простым языком, наложим матрицу вопросов на твою сущность, и станет понятно, кем ты должен быть в жизни. Возник очень большой конфликт. Оказалось, что дети из семей рабочих, которые вообще-то определяли устои советского государства, направлялись в школы для трудных подростков. Это не могло приветствоваться властью, и если вы почитаете историю, тоже почитайте, я думаю, что вам будет интересно поразмышлять, подумать на эту тему, что по решению партии педагогия признается лженаукой, все представители этого направления переквалифицируются срочно в педагогов и становятся предметниками. Кто мог? А кто не мог, извините, 1937 год был на носу. Но это был такой массовый первый заход применения психологии и применения различных замеров социальных и отчасти физических, применимо к профориентации. Плохо или хорошо? Наверное, это был первый опыт, говорят, первый блин комом, но все равно интересные труды были разработаны, и отчасти этот опыт перешел в послевоенную систему профориентации, когда в 50-е и 60-е годы стали активно развиваться бюро профориентации. Какой принцип главенствовал тогда в Советском Союзе по профориентации? Вот в этой триаде «могу», «хочу», «надо» тогда в основе стояло «надо».
Надо на БАМ, надо мелиорация, надо целина и так далее. Мы, кто вышел из советских времен, в общем-то, вот это надо тоже держим таким знаменем над собой зачастую. Часто помогает, а иногда не очень. Наши современные дети, они скорее склоняются к «хочу». А вот уже люди, которые прожили сколько-то, 30-40 лет, они сейчас больше все-таки ориентируются на «могу». Но триада «могу, хочу, надо» работает, и с точки зрения ее мы потихонечку будем с вами двигаться дальше. 70-е и 80-е годы активно развивалась профориентация, но, несмотря на 60 созданных центров, уважаемым ученым и организатором Апостоловым, о нем тоже почитайте, интересная личность, интересный опыт работы в этом направлении, пришла перестройка. Ну, тогда все были за демократию, и какая профориентация? У нас все будет по-новому, у нас все будет хорошо, и мы теперь сами будем все решать. Зачем нам еще кто-то? Но довольно быстро стало понятно, что без определенных нормативных документов, которые определяют работу не только с молодежью, но и с детьми, и со взрослым населением, экономику не поднять и не вывести из того тяжелого затяжного кризиса, который помнят все. И кто родился в те годы, и кто работал в те годы. В 21 веке потихонечку профориентация развивается, но пока, как уже упоминала, вот этот межвед, профориентация на стыке, мы уже с вами говорили, различных органов государственной власти, все-таки нельзя однозначно сказать, что развитие устойчивое, и все находятся в таких адекватных условиях развития. Давайте посмотрим еще одно видео, которое посвящено профессиям прошлого и будущего. Антон Юрьевич, рассказываете ли вы детям об ультрановых профессиях, о профессиях будущего? С профессиями будущего все неоднозначно. В нашем центре исследования «Навигатум» мы более 2,5 лет изучали историю профессий и отраслей, начиная со времен охотников и собирателей. В исследовании нам помогали эксперты из других стран. О чем же нам говорит история профессий? О том, что за каждой профессией стоит функция. И эти функции появились еще 4000 лет назад, и с тех пор новых функций прибавляется мало, а старые практически не исчезают. Вот посмотрите на примере. Функция перемещения грузов и людей. Первым были рикши. Рикш сменил кучер. Кучера сменили водители. Сейчас на место водителя приходит оператор автодрона. Профессии разные, а функция одна и та же. Смена профессий происходила постоянно, но вот функции – лечить, обучать, защищать, обслуживать, кормить, управлять, перевозить и так далее – они не меняются. Мы выделили корневые функции и рассмотрели, как трансформировались профессии в рамках этих функций. Сейчас готовится монография, она называется «Дерево эволюции профессий», а также готовится серия научно-популярных статей и фильмов. Кроме смены профессий, вызванных сменой орудия труда, происходит бурный рост специальностей. Несколько тысяч лет назад в медицине было две фигуры – это костоправ и травник. Сейчас их функции выполняют более 100 медицинских специальностей. Ну или более свежий пример. Еще 50 лет назад в отделе маркетинга работали маркетологи. А сейчас на каждый вид деятельности появился свой специалист. Контент-маркетолог, трейд-маркетолог, Bluetooth-маркетолог, прямой маркетолог, шопертайзинг-маркетолог, SSM-маркетолог, SMO-маркетолог, трейд-маркетолог и так далее. Более 30 специализаций в рамках одной профессии, которые возникли за последние 50 лет. При этом сама функция, цель деятельности не поменялась, а профессий прибавилось много.
В нашем исследовании мы нашли также новые абсолютно профессии, которым еще даже не придумали названия, а их деятельность описывается наборами компетенций. Наверное, это то самое, что называется профессиями будущего. В этом году мы также подготовили обзор рынка труда, где разрушаем некоторые мифы про массовые профессии и описываем текущее состояние рынка. В обзоре труда есть подробная информация о востребованных профессиях, о требуемых работодателями качествах, об описании характера труда, оплаты и других интересных моментов. Как вы считаете, будущее профориентации, какое оно? Насколько велика роль педагога-профориентатора в 21 веке? Будущее профориентации – это очень интересный вопрос. Если пойти от потребностей рынка труда, то можно заметить сильный перекос. Сейчас наиболее востребованы профессии, которые требуют среднеспециального образования, то самое образование, которое дают в колледжах. А также нужны рабочие профессии, для которых вообще не требуется образование, достаточно закончить школу, плюс получить рабочую квалификацию, которую дают обычно прямо на предприятиях. А вот профессий, требующего высшего образования, нужно всего 15-20%. А ситуация с выпускниками совершенно противоположная. Люди переросли рабочие профессии и массово получают высшее образование. В итоге среди людей с высшим образованием возникла большая внутренняя конкуренция. Людей много, рабочих мест мало. В результате уже несколько лет зарплата белых воротничков стагнирует или даже в некоторых областях движется вниз, падает. При этом сильный дефицит кадров со средним профессиональным образованием, их зарплата год от года поднимаются, в некоторых местах прямо прорывным образом. Традиционная задача профориентации – эти перекосы устранять. Но тут есть большая проблема. Рынок труда – это всегда взгляд в прошлое. Если мы сейчас начнем удовлетворять спрос на массовые профессии, то есть риск остаться в этом индустриальном прошлом. А чтобы перейти в постиндустриальное будущее, нам нужны люди с совершенно другими профессиями и компетенциями. И вот этот конфликт интересов, я думаю, предстоит решать профориентаторам ближайшего будущего. При этом я думаю, что главная задача, главная функция педагога, занимающегося профориентацией, она не изменилась. И эта задача – это помочь человеку в самореализации. Спасибо. Спасибо. Напомню, в гостях у Аксиома был основатель федерального профориентационного проекта «Навигатум» Антон Юрьевич Смирнов. Еще раз с удовольствием посмотрела интервью с Антоном Юрьевичем. Несколько слов о проекте «Навигатум» расскажу. Там дальше у меня будет слайд и фрагмент одного мультфильма покажу, чтобы было понятие, где и как что можно найти. При этом отмечу, что ссылка на проект «Навигатум» присутствует на сайте Института развития образования. Можно познакомиться и найти ее и там. Давайте мы с вами перейдем дальше к презентации. Раз уже речь идет о профессиях новых, о профессиях будущего, то я хочу вам еще одно описание профессии показать, как доказательство того, что функция трудовая одна и та же, а вот профессии называются и вроде бы одинаково, но немножко отличаются. Если мы посмотрим на средневековую картинку, то вот этот человек такой полный и в предвкушении попробовать вино и что-то отведать на столе, он спасал короля. А сегодня человек, который также что-то нюхает, пробует, он выполняет ту же функцию, он пробует пищу различную, оценивает ее, он тоже называется дегустатор, но его задачи другие. Он не спасает короля, а решает производственные задачи. Теперь давайте откроем блок нормативных правовых актов
Зачем это я включила в презентацию? Не для того, чтобы читать вам вслух эти документы, но для того, чтобы у вас воедино были собраны все документы, начиная от законов, заканчивая различными и рекомендациями. Самое главное еще, о чем мы поговорим, это о примерных образовательных программах. То есть сущность блока, к которому мы переходим, а где обоснование того, что я как учитель-предметник вообще-то не просто хочу заниматься профориентацией, но по сути своей это моя функция, которую я не имею права игнорировать. Начнем с постановления 1995 года, в котором появились описания структур и была упомянута должность профконсультанта. Но вслед за этим постановлением выходит достаточно серьезное и действующее постановление номер 1 Минтруда, где как раз полностью расписано положение профессиональной ориентации и психологической поддержки. Там и детское население, и взрослое население, и упомянуты центры занятости, и прописаны определенные функции образовательных организаций. Но если мы сегодня посмотрим на сайт, который указан ниже, ссылочка «Труд всем», там хорошая такая сделана база описания всех профессий. Там мы найдем все описания, кроме профориентатора. Вот эта ссылочка как раз говорит о том, что профессии профориентатор как таковой вы там не найдете. Но, тем не менее, задачи профориентатора решать приходится всем. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка. Зайдем немножко с другой стороны. Сначала мы поговорили, что вообще-то все должны этим заниматься, а теперь что гарантируем детям? Что гарантируем профессиональную ориентацию и профессиональное обучение детей. Обязательно с 14 лет. А в законе об образовании у нас обязательно личность должна в статье 66 формироваться на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования. То есть мы готовим человека к жизни. То есть вот, понимаете, пока мы видим, что все мы все должны. Дальше вопрос «как?». На вопрос «как?» отвечают во многом национальные проекты. Привела 2 указа, и свеженький тоже 21 июля, который продлил национальные проекты и уточнил их немного, 474. Посмотрите, там он короткий, есть некоторые уточнения, но по сути нас интересует с точки зрения профориентации, профессионального самоопределения 3 нацпроекта. Цифровая экономика, в которой указано, что идет повышение цифровой грамотности населения, в том числе и педагогических работников, конечно, образование, которое вы знаете прекрасно, и нацпроект по производительности труда и поддержке занятости. Там есть достаточно большой блок по обучению и по в целом кадров по профессиональному обучению, в том числе взрослого населения. И в каждом из проектов, вы знаете, есть федеральные проекты по различным направлениям. Здесь не пугайте, пожалуйста, что у меня собрано аж 5 ВГОСов, но в каждом из них вы найдете ссылочку на то, что необходимо помогать ребенку профессионально определиться и заниматься его профориентацией в том или ином виде. В каком и где. Ну, дошкольное образование, пропедевтика, начальное, первые знания о профессиях. Вот когда я читаю про дошкольное образование и начальное общее образование, я задумываюсь всегда, вспоминая свою педагогическую деятельность и как мама 2 детей уже теперь взрослых. Вот я играю с ребенком во врача.
да, доктор-пациент, или я с дочкой готовлю в крошечных кастрюлечках что-то. Это профориентация или нет? Если сейчас посмотреть, то, наверное, да, потому что мы, играя во врача, берем инструменты, учимся работать со стетоскопом и делать уколы. И разбираемся, как там, напоить больного мишку, например. То есть масса таких интересных задач. Раньше бы, вот если, когда я не занималась профориентацией, я бы никогда не подумала так напрямую, что, играя в доктора, мы занимаемся ранней профориентацией. Но на самом деле это так и есть. Гораздо серьезнее, и вот знаете, неправильно я сказала, что серьезнее. Дошкольная профориентация и профориентация начальной школы – это может быть зачастую важнее профориентации даже 10-11 классов. Ведь дети восприимчивы гораздо больше. А наши подростки, они уже все знают, и у них и вот этот юношеский максимализм, оппозиция ко мнению взрослых людей и зачастую к школьным учителям. Поэтому зачастую подготовка в детских садиках и какие-то первые знания для кого-то они являются и определяющими, а для кого-то встреча в электричке будет определяющей. А в ГОСах, вернусь я от лирики к ВГОСам и примерным образовательным программам. Собрали мы с коллегами вот такую табличку маленькую. Когда готовимся к каким-то выступлениям, где-то надо что-то показать, то часто бывает полезно отметить, вот в этой образовательной программе это пункт такой-то, где упомянута профориентация, в среднем общем это вот такой-то, а во ВГОСах это вот это и это. Пусть табличка будет вам полезна, вы всегда сможете, четко открыв ту или иную позицию, увидеть, да, там это написано, значит должны. Теперь как? Теперь как? Перейдем к следующему слайду. Сейчас у меня он... Да, нажала кнопочку. Угу. Возьму в качестве примера образовательную программу среднего общего образования. На предыдущем слайде, если вы помните, рассматривали и основное общее, и среднее общее. Да? Сейчас, чтобы конкретно поговорить, давайте посмотрим на методы и формы профессиональной ориентации, которые прописаны вот в этой примерной образовательной программе. Ну, во-первых, приведены конкретные описания, конкретные примеры. И попробуем, сопоставляя с имеющимися ресурсами, понять, насколько можно здесь и сейчас применить с минимумом своих затрат эти формы и методы в своей практической работе. Начнем с наиболее популярного метода. Это метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях и специфике труда. Если вы посмотрите формы, то это то, что вот нам известно с вами еще со времен, когда мы сами были школьниками, о чем говорила в начале лекции. Это экскурсии на предприятия, дни открытых дверей, различные и открытые уроки, и фильмы, мультфильмы, ролики, презентации и так далее. Наверное, из более-менее свежих мероприятий здесь это ярмарки вакансий. Кстати, достаточно интересное мероприятие. Они проводятся во всех регионах и проводятся и в республике. Не поленитесь, сходите, если есть такая возможность. Даже вот у нас ходят некоторые коллеги с детьми школьного возраста, тоже полезно, потому что мало того, что есть наглядная информация, всегда можно просто подойти и задать вопрос тому или иному специалисту. На ярмарки вакансий приходят не только те, кому срочно нужны кадры, а и те, кто хочет популяризировать свою деятельность и расширить, например, свой рынок. И он готов показывать и рассказывать о том, как у него устроено производство или устроена работа организации.
Я была на нескольких ярмарках, действительно интересно, получаешь много новых позитивных знаний и информацию, которой потом хочется поделиться с детьми. То есть вот этот метод и эти формы самые такие устоявшиеся, известные и понятные, и традиционные. И кино показать, вот даже мы фрагмент фильма с Тихоновым посмотрели, ну почему бы нет, кино оказывает очень сильное эмоциональное воздействие. И как раз об эмоциональном воздействии я и хочу сказать несколько слов, когда мы переходим к проекту «Навигатум». Уже был видеофрагмент интервью с Антоном Юрьевичем Смирновым, экспертом этого проекта. Давайте мы на сайт перейдем по возможности проекта «Навигатум». Что там интересного? Мы не будем с вами сейчас... Нет, левее немножечко. Да, вот этот, например. Угу. Посмотрите, пожалуйста. Этот портал, он ведется уже несколько лет. Он может быть полезен с точки зрения интересного видеоконтента. Там собраны для разных категорий участников мультфильмы, истории, рассказы. Этот проект постоянно обновляется, и там можно найти много полезного и интересного для того, чтобы использовать, например, на уроке или посвятить тот или иной классный час профессиям или рассказам о каких-то героях труда, если говорить так по-советски. На этом портале вы найдете информацию и по системной профориентации для психологов и педагогов, и для школьников разного возраста, начальных, средних, старших классов. Посмотрите мультики, может быть, будет интересно. Это не то, что я вас агитирую, знаете, за жизнь. Просто это ресурс, с которым иногда приятно работать. Давайте вернемся в презентацию, пойдем дальше по формам и методам. Переключаемся на следующий слайд. То есть как предъявлять ученикам информацию о профессии. Мы с вами посмотрели на портале специально для этого сделанном. Здесь еще я привела одну ссылочку, которая приведет нас на портал профориентации Санкт-Петербургского центра занятости. Вот, казалось бы, если получится у нас, давайте попробуем туда зайти. Что интересного? Нет, мы его не открыли, мы его не открывали. Нет. Ну, хорошо, давайте тогда оставим эту ссылку. Я просто расскажу. Да, чтобы сейчас не сбивать. Если скопируете и посмотрите, там есть видеопрофессиограммы, это интересная тема, и виртуальные макеты рабочих мест. Ну, например, рабочее место сантехника. Вот показывается и рассказывается, как, по каким трубам, что куда идет, где какие вентили. И есть интересные видеоэкскурсии на предприятии. Еще есть работа на тракторе. В общем, такие занимательные истории, которые тоже могут оживить рассказ о профессии. Где такие порталы создаются, кто-то инициирует их создание. Если есть финансирование таких проектов, то все-таки творческие люди на это откликаются и делают достаточно интересные истории, которые используются не только безработными. Поверьте, они активно работают со школьниками также. Хотя Центр занятости, кажется, какое отношение имеет к школам, да? Но тем не менее, вот такой полезный опыт и полезная ссылочка, я думаю, что будет интересно. Все в открытом доступе, не поленитесь, сходите. Переходим к следующему слайду. Это еще один набор форм и методов. Привела его вторым. Первым было предъявление, потому что самый популярный и самый старый. Метод исследования и публичной демонстрации. Коллеги, когда мы с вами видим формы,
проекты, интегрированные уроки и предметные недели, мы с вами вспоминаем, что вообще-то школа всегда с этим работала. А особенно, когда появился PowerPoint и компьютерная техника пришла в школы, тут мы все обрадовались и стали делать проекты и по географии, и по биологии, и по физике, все что угодно, где находилась парочка творческих учителей информатики и литературы и географии. Мы с вами стали работать с проектами. Прекрасно развивает детей, прекрасно развивает нас. И это, по идее, получается технология перевернутого класса. Мы с вами ее использовали и используем. Ну, может быть, не так чисто соблюдая то, что прописано в этой технологии перевернутого класса, но, по сути, дети дома занимаются теорией, изучают литературу, читают учебники, а в класс они приходят защищать проекты, приходят с конкретными наработками, и идет обсуждение уже в практической плоскости. Вот эти формы никуда не делись, и я уверена, не денутся. Они очень интенсивно развивают наших детей в области профессий, знакомства с профессиями и хорошо воспринимаются. Важно, конечно, не переборщить, и, знаете, еще, мне кажется, важно, что, ну, кроме того, что я написала, что необходима системная работа коллектива школ, всегда хотелось бы, конечно, видеть, чтобы, например, вот в рамках курса биологии есть такой-то набор проектов, в этом классе такой-то, в этом то-то, то-то, то-то. Но на самом деле, мне думается, что эффект самый большой достигается тогда, не когда проекты один на другом, и их очень-очень много, а когда каждому ребенку удается высказаться и донести свое вот это вот знание, которое он получил, и оно для него открытие до других своих учеников, до других своих товарищей и учителя. Ему нужна оценка внешняя. Он себя оценил, родители, бабушки и дедушки его оценили, а теперь ему нужно выступить. Ведь не случайно сюда еще объединен метод публичной демонстрации, который является принципиально важным. То есть мне кажется, что внимание должно быть обращено в первую очередь на то, чтобы проект был выполнен до конца и была возможность высказаться всем участникам проекта. А не сложили мы с вами в стол эти презентации и сказали, ну, все молодцы, всем 5. Да? Тогда эффекта будет меньше. Ребенка постигнет большое разочарование, и он подумает, а чего я так старался? С мамой там, или с дедушкой сидел, раскапывал интернет, читал книги, делал рисунки, если это никому не надо, а просто сложили в стол. То есть я бы вот на это обратила внимание. Мне видится, и вот мой опыт говорит об этом, что всегда надо выслушать всех участников. Весь вопрос придумать как в рамках ограниченного количества времени. Люблю очень эти методы и формы, поэтому так много об этом рассказала. Сами, когда были молодыми учителями информатики, с коллегами делали такие уроки, и реально самим было очень интересно. Метод профессиональных проб и формы. Формы перечислила. Ну, во-первых, хочу отметить профессиональные пробы. За последние что-то пару лет вот это слово профпроба стало чуть ли не ругательным иногда, потому что случаются иногда какие-то перекосы, когда ребенку там где-то дали ножницы в руки, и он что-то отрезал, и вот уже там делается вывод, парикмахер он или нет. Еще историю одну расскажу, которая была в одном из регионов, когда решили профпробы сделать, как бы показывая работу органов МВД. Эту информацию можете найти на сайте Мел.ФМ. По-моему, она в прошлом году прошла, где фотография такая облетела интернет. Не стала ее приводить сюда. Стоит мальчик в полосатой робе,
меряют его рост, дети играют в преступников и следователей. Возмущение родителей было огромным, но там быстро все это разгребли и не стали афишировать эту историю. Это я к тому, что профпробы очень тонкий инструмент, и важно этим тонким инструментом вот по детской душе не пройтись так, чтобы потом у ребенка вообще был разрыв шаблона, и он отказался участвовать в каких бы то ни было таких мероприятиях. Опять к психологии пришли. Вот заметили, коллеги, мы как только говорим о профориентации, мы все время с вами потом приходим к психологическим аспектам работы с детьми. Перейдем к формам. Уроки технологии. Ну, не только я сейчас, все говорят о том, что уроки технологии – это, наверное, напрямую тропа в мир профориентации. Когда мы проводили исследования в том году компетенции учителей, участвовали в федеральном проекте, было более 14,5 тысяч учителей, в том числе были учителя технологий, подвели итоги этого тестирования. Диагностика в октябре, по-моему, проводилась. Только 2 вопроса в контрольных измерительных материалах для учителей технологии были посвящены профориентации. С ними справились больше половины. Это порадовало. Средний показатель был порядка 60%. То есть, значит, все-таки присутствует профориентация на уроках технологий. Форма кратковременное трудоустройство, не буду уже на этом останавливаться, говорила в первой части выступления. Далее волонтерское движение, фестивали и акции по организации профпроб. Волонтерство, наверное, вообще не в рамках этой лекции, это отдельная тема, она стала очень популярной, и, по-моему, прошлый год был годом волонтера, то есть на эту тему много сказано. Почему популярно? Мне вообще казалось сначала, что не пойдет это движение. Ну, кто же пойдет из молодежи в наших условиях что-то делать бесплатно? Нет, популярно развивается, поэтому хочется пожелать только добра, чтобы это движение приносило позитив и опыт нашим молодым людям. Теперь к инструментам, которые использовать можно в рамках этих форм и методик. Нацпроекты, конечно, проектория, билет в будущее. Не буду открывать эти ссылки. Уверена, что вы прекрасно знаете, что какие ресурсы есть на этих порталах, и уже их активно используете. Но опять же, прежде чем просто открыть интернет и идти в проекторию смотреть урок, нужно сделать подводку, нужно продумать, как это подать и какое целеполагание вы выстроите, разбирая потом с детьми эту программу. Один из заключительных примеров метода и формы – это метод профконсультирования. Тестирование, и не само тестирование важно по себе, а анализ результатов тестирования и последующее консультирование. Тестировать может каждый, но самое интересное начинается потом. И почему я потихонечку завершаю свое выступление вот как раз этой формой и методом профконсультирования, потому что хотим мы вам с коллегами предложить, вот кто сейчас нас слушает, кто будет слушать, обратиться к нам. У нас бесплатно есть разработанные формы по методикам Галины Владимировны Резапкиной, которые позволят вам в классе провести вот такое не только анкетирование, сейчас несколько слов скажу об этом, провести такое тестирование, затем мы обработаем результаты по вашему классу, и в режиме дистанционном, в режиме онлайн Галина Владимировна или еще кто-то из коллег наших психологов проведет разбор ситуации, разбор результатов без указания личностей. Личные результаты выдаются по традиции непосредственно самим участникам, а мы таким образом вместе с вами
в качестве классного часа, например, готовы сделать вот такой совместный проект на бесплатной основе, поработать с классом, если вам это интересно. Ссылочка в презентации остается. Мы являемся экспериментальной площадкой ФИРО, о чем я уже сказала, и работаем с коллегами, в частности, Галина Владимировна, наш научный консультант. Из чего состоит это тестирование? Это 3 блока. Анкета профессионального самоопределения, которую Галина Владимировна разработала. Далее используется опросник профессиональных склонностей, достаточно интересный, потому что там нужно выбирать те или иные утверждения, на основании которых они потом по ответам раскладываются по большой матрице и аккумулируются уже по группам. Исходя из этого опросника профессиональных склонностей, можно уже задуматься о том, что, например, вот этот ученик более склонен к творческим профессиям, этот к естественно-научным и так далее. Ну, какими категориями оперируют там? Это человек-техника, человек-искусство, человек-человек и так далее. Различные комбинации вот этих вот видов деятельности. И 3-й сюжет, который тоже в вопросах, достаточно интересный. Это методика Холланда в модификации Галины Владимировны. Саму методику Холланда можно найти у нас на сайте. Там будет в конце демонстрация, маленькая ссылочку вам покажу. Методика, на первый взгляд, кажется очень странной, потому что из 2 профессий выберите, которая вам ближе. Когда там мне, например, идет ветеринар и водопроводчик, ну, я могу и трубу починить, там, прокладку в кране поменять, да, могу коту укол сделать, а что мне ближе? Но все равно вот спонтанно надо что-то выбрать. Поэтому такая методика считается психологами эффективной, вот ответ спонтанный должен быть, и она тоже берется в расчет, берется как итог консультирования. То есть что получается у нас в итоге по... еще, извините, пожалуйста, не упомянула мои профессиональные интересы. 4-е тестирование в рамках этой методики, которое как раз тоже является важным элементом для составления вот такого психологического портрета учеников, группы учеников. Сами тесты можно на нашем сайте будет посмотреть. Давайте сейчас сайт откроем, я просто покажу, где это у нас на сайте. На главной странице, вот видите, тест Холланда, вот здесь можно прямо бесплатно пройти тест весы, и это вот исключительно просто поиграть, посмотреть для себя вообще, что правильно ли я выбрал свою профессию. Вот. А с детьми лучше работать по той ссылке, которая была в презентации, и работать лучше целиком с классом. Для этого давайте вернемся в презентацию, чтобы мы с вами могли организовать вот такой классный час. Что нам нужно? Сейчас переключимся на заключительный слайд. Нет, не на этот у нас будет просто совсем заключительные серии приколы. Посмотрите, есть адрес электронной почты, есть наш телефон. Можно написать, можно позвонить, либо я, либо мои коллеги. Мы с вами перейдем в общение, вы скажете, когда, в какой период, сколько человек вы хотели бы проанализировать. И пригласим Галину Владимировну по итогам вот этого тестирования, которое можно проходить не обязательно в классе. Каждый ученик может это сделать из дома. У нас все результаты соберутся в базу данных, и мы делаем общий свод, и наши психологи обсудят предварительно с вами, потом могут поработать вместе с вами с классом. Я думаю, что это будет интересный опыт,
который позволит как-то, может быть, и детей заинтересовать, и понять, как отстроить программу профессионального определения и самоопределения детей уже на этот учебный год. Закончу все-таки небольшим приколом. Раз мы говорили с вами о 3 профессиях и про привилегированное тело, и про дегустаторов. Про дегустаторов, конечно, прочитав сегодняшние новости про отравление Навального, извините, коллеги, не могу не сказать, вот думаю, вот бы где дегустатор-то пригодился. Причем про дегустатора только вчера вот поставила в презентацию, до этого не ставила. Не знаю почему. Так вот, профессии наших дней или будущего. Офисный трутень. Я думаю, что вы прекрасно прочитаете текст, но реальные факты. Причем я сначала думала, это интернет-приколы, но сон на работе, оказывается, используют хотельеры, когда хотят протестировать новые кровати, или как оформлен номер, или как отель оснащен после ремонта. То есть на самом деле это действительно есть в перечне профессий. Но давайте мы не будем с вами офисными трутнями, а будем работать и встречать новый учебный год. Желаю вам всем успеха, с удовольствием с вами пообщалась, с удовольствием поработала и, надеюсь, еще мы с вами встретимся. Спасибо, уважаемые коллеги, всего доброго. Только вот вопросы у нас еще, да, Марина Анатольевна? Есть, да, там больше, наверное, реплика. Реплика, да. Вопрос, да, по ситуации в СПО, которая складывается. То есть мало профессий на базе 11 класса. Да, действительно, пока это так. Больше вопросов нет. А вот мне бы хотелось тут привести тоже некоторые факты. Буквально час назад на сайте МЕЛ опубликована статья. И тут как раз вот о прогнозе на 2028 год. Статистическое государственное агентство США, Бюро статистики труда, опубликовало список из 30 профессий, востребованность которых вырастет в ближайшие годы. Как вы думаете, какая профессия на первом месте оказалась? Может быть, хотя бы сферу предположите? Первое, что приходит, это IT, конечно. Нет? Вот и нет. На несколько позиций разработчиков мобильного софта обогнала профессия дипломированной медсестры. Именно вот она заняла первое место. Хирурги где-то на 10-м месте. Ну, медсестра. Вот, да. Ну, Галина пишет инженера. Вот я тоже, да, IT, инженер в новой формации. Вот да, это первое, что как-то приходит в голову. Медсестра. Почему, интересно, медсестра? Да. А у нас в России вот по итогам 2018 года список 15 дефицитных профессий, в которых нуждаются работодатели из разных субъектов федерации, вошли машинисты автокранов и экскаваторов, маляры, стройки, токари, слесари, повара, агрономы и зоотехники. СПО. В чистом виде. Действительно. Так что будем развиваться в этом направлении. Рабочие профессии нам сейчас очень важны, и верно Елена отметила, что есть проблема. Да. Но, тем не менее, будем мы эту проблему решать. Да, есть над чем работать, есть куда идти вперед, да, есть в чем совершенствоваться. Уважаемые коллеги, мы благодарим Юлию Станиславовну. Я думаю, что она станет нашим хорошим другом и партнером, и вы всегда сможете к ней обратиться с вашими вопросами и получить квалифицированную помощь. Спасибо, спасибо. Уважаемые коллеги, да, мы приглашаем вас на наш следующий трек. Уроки пандемии, организация образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID с Александром Анатольевичем Трифоновым из ООО «Мобильное электронное образование». Пожалуйста, переключайтесь на наш трек, и мы с вами продолжим нашу работу. Спасибо.